Говорили першую пять встречу. Давайте вот так, трошечку реконструируем наш контекст, ну и как побудиться, что засталось в памяти. Давайте. Мы говорили про то, что постколониальная теория, вводим в постколониальную теорию, что постколониальная теория повстає на Заходе, в заходних университетах, после славутой книги Саида «Ориентализм», и становится такой надзвычай модной фишкой. 80-е, 90-е нулевые России, что с одного боку это такие академичный керунок со своими теоретиками, со своими такими базовыми идеями, базовыми линиями, с другого боку амбиции постколониальной теории значно больше, и она претендует на то, этап описывать логику сучасного света. И не просто описывать логику с такой бяспечной дистанции, як, ну, вот, скажем, такая теоретичная конструкция його одна со схема, да? А яна якби ангажує себе сучасний світ. Пам'ятаєте, ми казали, що по сутності постколоніальна, сама ідея постколоніальності, вона орієнтує нас зовсім не в часі. То есть постколоніальне – це не просто ну, вот, момент, який повстає після отримання незалежності, або після, ну, скажем, скончання колониального проекта. Да? Постколоніальне – це певна теоретична позиція, певний ракурс бачення сучасного світу. И памятаете, мы два проекта, скажем, вызначали. Первый проект – это деконструкция кодов пригнета. То есть оказывается, что вот как бы сучасная культура, ну там сусветная культура, пануючая культура, и она протятая певными схемами мышления, крыласка захватила, протятая певными схемами мышления и ну, вот интерпретації, просто картинами світу, які, скажем, не просто основываются на колониальной иерархии. Да? То есть вот есть как бы все ровные, але есть равнейшие, як жартував Орвел. Да? Вот. Они как бы пропонують эту колониальную иерархию як щось натуральне. И пропонують такий тип мислення, ну, вот, скажем, людям, читачам, споживцам этого культурного продукта, який усмацняє, скажем, вот то, что мы можем назвать этими кодами пригнета. То есть умение бачить эти коды пригнета и расшифровывать их, деконструировать, это важный складник в околе вот сегодняшнего интеллектуального багажа, ну, там, заходнего интеллектуала в заходних университетах. И памятаете, мы говорили про то... Наш 2010? Мы просто выкликаем духов, як звичайно, начинаем с крышечку ранее, как пригадать, что мы говорили на попереднем пути встречи. То есть в этом сенсе деконструкции кодов пригнета надзвичай важный, ну такий, скажем, и инструмент сучасного интеллектуала, и певний способ работы, и певний проект постколониальной теории, постколониальных доследований. То есть навод уживают такое слово заходні аналітики як постколоніальна чуйність. Там буває расова чуйність, там гендерна чуйність, то ж саме постколоніальна чуйність, уміння бачити вот, в цих культурних продуктах певні схеми ієрархії. І другую речь, про яку ми казали, це проект визволення. То есть, скажем, перший
проект «Деконструкция входа в предметах» — это аналитика или висекция, то есть это такая змрочная деконструкция вот этого страшного империалиста, то в «Вызволениях» это больше веселый и такие уже, скажем, оптимистичный проект. Вот той, кто был в низе, то есть пригнечены, подпорядковані, колонізовані, от він починає якби не просто руйнувати ієрархію, але шукає для себе ту простору, в якою він би мог, скажем, визволитися. Що це за простора? Реальная, она утопичная, в принципе, ці магчимое вызволение, потому что сучасный свет после конца 18 столетия и французской революции с этими обещанками фратернитета, эгалите и чего там еще? Либерте, конечно, либерте, вот, свободы, да? Вот, все это важно. И памятаете, мы казали с вами про Святую Троицу постколониальных доследований, Эдвард Саид, как минимум с двумя важными книгами, это «Ориентализм» и «Культура и империализм». Ориентализм — это вот такое распочинание самой просторы, самого проекта. А культура и империализм, такая, скажем, менш улюбленная книга, скажем, вот я ее значно меньше цитую, может быть, потому что там он занимается интерпретацией высокой культуры заходней, там, от Йейтса до оперы, вот с этой перспективы постколониальной, то есть я выступаю в якости классичного культура и империализм. Выступала в якости классичного вивисектора. Но тем не меньше, вот это уже книга, то есть когда Саид писал «Ориентализм», он еще не ведал, что он придумывая постколониальную теорию, постколониальные доследования. А вот когда уже писал «Культуру империализма», он уже цалком гордо свідомляв себе батьком-заснавальником, відповідно, як сапраўдны бацька-заснавальнік, даваў дэфініцыі, спрачаўся з крытыкамі. Яна такая больш ваяўнічая, я бы нават сказал. Мы говорили про Гаятри Співак, таксама якая тихо займалася французскай теорією і перакладала бы Жака Деррида все свое жыццё. Вот, она пераклала граматологию и прославилась гэтым в асяроддзі американских интеллектуалов, але особила ей написать текст ці можа падпарадкаванне прамаўляць. И под конец жыцця она теперь уже такая глубокая и прыгожая бабулька, якая вандруе з одной академічнай конференции на другую, атрымала уже все магчымыя узнагароды, нават Кіотскую премию, такі аналог Нобеля для интеллектуалов. Індыя узнагародзіла яе нейкім ганаровым сваім ордэнам вялікім. И вот бачно, что она уже без не вар'яцее, калі в черговый раз представляют как автор текста, артикула, ці може падпарадкаванне прамаўляць, яна махае руками, начинае кричать, наколькі можна, артикул молодой кабеты, якая випадково його написала, не усвідомляючи, що ён так пойдзе. З того часу вона і написала і критику постколоніального розуму, і кучу інших таких великих, скажем, текстів, які би носили її зовсім по-іншому. І Гомі Бхабха, ви пам'ятаєте, ми казали про этого загадкового парса, який зробив ошеломляльну кар'єру академічну, знову ж таки, на Заході, який написав всього одну книгу. Это что она называется? Что значит пропустили немного, да? Грамматология. Не грамматологию написал Жак Деррида.
Коми Бхавка написал про культуру. Никто не памятает? Давайте пригадаем. Локализация культуры. Вот. И он был автором, скажем так, редактором великого сборника «Нация и нарация», делал так само с перспективы постколониальной теории, и он, скажем, проблемы национализма закранал. Вот. От этого часу, вот, уявите себе, человек с одной книгой, что абсолютно скандал в заходнім академічному світі, ну, знову ж таки, отримав все махчимые там профессоры, запрошаются во все махчимые конференции, там, он вел секцию на Давосском форуме по экономичному. То есть його реально сприймають як сучасного такого гуру глобалізації, постколоніального світу. Вот. Но в відрозненні від Гаятри Співак, він, ну, так якби з осолодою гуляється в ролі гуру, кожен раз розказує про те, що вот, якби, в видавництвах заплановані там 3-4 книги, які він вимушений писати одночасово, якби, ну, вот, але лекції, там, обов'язки, і тому вот, ну, вот, ніяк я не вийдуть. Ну, я спеціально так, якби, кришечку таким анекдотичним режимом, якби, реконструювала, попригадав эту інтелектуальну історію вот, постколоніалізму. Знову ж таки, как вы разумели, что это реальные живые люди, и вот это наши сучасники, что это не сторонники в энциклопедиях и в Википедиях, а вот яны сами ничего не ведают. То есть, як Саид не ведал, что он засновальник постколониальных доследований, яны так само, ну, крышечку разгубленные, и когда вы на YouTube наберете это прозвище, и просто, ну, там завсёды можна нарыть что-нибудь цікавое, там, их выступление, то вы побачите, что, ну, вот такая стратегічная дезорієнтація інтелектуальна, вона, ну, теперь якби у всіх. То есть, вот, справді ніхто нічого не ведає, яким керунку далі. А ми з вами пам'ятаєте, окремя розмови про персону, персонажів і ідеї, да? То есть ідея орієнталізму, наприклад, ідея там мімікрії, скажімо, і гібридності у Коми Бхавки, ідея, знову ж таки, визволення і ідея підпорядкованого у Гаятри Співак. Ми ще пропонували схему, пам'ятаєте, ці 3 лінії. Ми говорили про те, що постколониальная теория, постколониальное доследование – это дисципліна, практика, спосіб мислення, який працює переважно з текстами, з текстуальністю. То есть, и вот все эти колониальные сутыкнения, они отбываются для постколониальной теории внутри текста. То есть это не история классичная, там, социальная, например, история, чи політична, яка дослідує імперський проєкт, ну от як реально, як там історики це роблять. Да? А постколоніальна теорія, постколоніальне дослідження, вони беруть нашу свідомість, беруть культуру, беруть літературу, тому що література – це, ну, вот такое, скажем, поле работы всех этих стереотипов, картинок света, вот самое лепшее, якое можно себе уявить. И вот там глядять, як вот всех эти речі працюють. І пам'ятаєте, ми вот эти 3 лінії малювали. Ще раз скажемо. Текстуальная колонизация, это колонизование. Ми казали про те, що от яким чином можна вистроювати, вибудовувати якби ієрархії і
ну вот як бы аб'ектывізаваць, як бы ці канцэптуалізаваць як бы каланізаванага. Да? Першая стадыя механічная каланізацыя, звычайна, калі, скажем, пэўная тэрыторыя адкрываецца альбо заваёўваецца, як там Колумб адкрыў Амерыку. Вот в школе вывучаем, што вот Колумб адкрыў Амерыку. Нават не думаючы, наколькі еўрацэнтрычны, заходнацэнтрычны і зняважлівы для тых людзей, якія як бы там жылі, вот сама гэтая фармулёўка. Што значыць адкрыў? То есть адкрыў гэта вот калі не як бы для Европы он открыл, конечно, да, да, люди там уже жили, со своей культурой. Да. Трэба дакладняць, што адкрыў для тых, хто не ведаў. Да. Як бы. А тых, хто там жыў, ведаў, як бы, ну, існаваў в сваім свеце, ясна, што не. Вот. Мы говорили про то, что вобраз як бы, природной з'явы, органічного тела, вот гэтых масаў невыразных, якіх, як бы, ну, вот, ну, наприклад, да, безликая масса индейцы, да, то есть вогуле индейцы як такие, да, альбо там дикуны, альбо тубыльцы. Вот калі мы вот гэтыя першыя стадыі, ну не мы, то есть вот, посткалоніальныя тэарэтыкі, яны любяць аналізаваць як бы, ну там романы, напрыклад, там 18 стагоддзя, 19 стагоддзя, выдзяляючы, скажем, вот як бы ці там як бы апісваючы, аналізуючы, якім чынам аўтар адцяняе суб'ектнасць і асобу, ну вот як бы літаратурного героя, які звычайно європеец, там чалавек захаду, вот на фоне вот гэтых там примітивных, дзікіх, часам высокородных дзікуноў, да, то есть якія не сапсаваныя думкамі, не сапсаваныя культурай. Ну і вот як бы гэтая пазіцыя, яна можа глядзецца міла, но вот пакуль у гэтага дзікуна, у тубыльца не прорезывается голос. То есть и тут раптом оказывается, что вот ён мае там право голоса, ён таксама штосьці думае і таксама як бы вот пэўным способам бачыць, ну, вот, як колонизатора гэтых асобаў, да? Вот, супрацьстаіць як бы гэтаму всяму. Ну, калі крышачку больш все усталёўваецца, то есть калі там приходзяць войскі, тэрыторыя акупуецца, там, ну, вот, напрыклад, як брытанская акупацыя Індыі, да? То есть паўстаюць школы, то есть каланізатар ужо гатовы ўбачыць вот гэтай невыразнай масе, ну, асобаў. Але асобаў прымітыўных, дзікіх, неапрацаваных, там, без культуры, ясна, што вот, што трэба зрабіць, як бы, гэта стварыць школу, у якой вот гэтая примітивная суб'ектнасць могла бы атрымаць, ну вот, кшталціцца, да? І вот менавіта пра гэтую стадыю Франц Фенон напісаў свою славутую книгу «Черная скура, белые маски». Вот, ну, снова же таки Франц Фенон и Эме Сезер, это уроженцы французской Мартиники, как бы с черной скурой, да, які атрымалі такую добрую колониальную эдукацию. Фенон нават змагаўся, як бы уцёк там от фашистского урада и змагаўся разом с французским супротивом, то есть он как бы имел идеальную биографию, как зрабіць потым кар'еру, ну, вот, уже академичную во Франции. Ну и замест того, как, скажем, быть просто французом, и он начал концептуализовать свой досвід. И вот з'явилася такая славутая черная скура, белые маски, где он заговорил своим голосом. То есть он, это француз, ну и потом как бы выгнанные на землі, как бы, до речі, до ягоної книги написав прадмову Сартр, який, ну, просто от доброты душевной, что зовется, то есть он еще не усведомлял
наколькі гэта рэвалюцыйная перспектыва, але на всялякі выпадак падтрымаў вот, прыгнечанага. То есть вот уявіце сабе, вот, пра што ён піша, і не толькі ён. То есть гэтая метафора сталася універсальным, што да, мы, атрымоўваючы класічную каланіяльную адукацыю, мы апранаем на сябе маску, на сваю ідэнтычнасць. То есть гэтая адукацыя з аднаго боку робіць нас як бы цывілізаванымі і прынятымі ў добрым таварыстве, а з другого боку як бы замыкае, ну вот як бы гэты непасрэдны досвед. То есть яна замыкае тутэйшы, тубыльшы, як бы, ну як яго завгодна назваць гэты досвед, і гэта прыводзіць да пэўных, ну, псіхалагічных і таких як бы праблемаў псіхапаталагічных нават. Недарма вот ладная частка кнігі Фэнона тычыцца менавіта псіхалогіі каланізаванага, альбо псіхапаталогіі вот гэтай падпарадкаванай каланізаванай ідэнтычнасці, якая адначасова і прымае свайго гаспадара ці гэтую маску в якасці вышэйшасці, і з другого боку ненавідзіць яго. То есть вот гэтая амбівалентнасць, як бы любоў-ненавісць да каланізатара, ну вот як бы гэта, зноў жа такі, пасля Фэнона важна. Да? Вот. Ну і ясна, што, скажем, каланізаваны бунтуе, ён імкнецца садраць як бы гэтую маску і паспрабаваць, ну скажем, перайсці на трэці ўзровень, то есть самому канструяваць, придумываць самого сябе і сваю власную ідэнтычнасць. Вот. Ну і третья стадия, ці третья стратегія, мы назвали яго стратегія люстэрка, калі як бы каланізатар хаваецца. То есть ён ужо не выступае в якасці, вот як на першай стадыі, ну, фізічна прысутнага гаспадара, да, там як бы в пробкавым шлеме, там ці не ведаю, там з войскамі ці з паліцыяй. Ён не выступае ўжо в якасці, ну вот настаўніка там культурного чалавека, в якасці культуры, да? Вот там брытанскай вышэйшай культуры, скажем так, перад дзікуном. Да? Ён хаваецца за, ну, тое, што мы можам абазначыць як універсальнасць. Да? То есть вот, хаваецца за веду. І на гэтай, скажем, з трэцяй стадыі мы сутыкаемся з тым, ну вот калі мы імкнемся канструяваць сваю ідэнтычнасць, калі мы заявляем волю да веды саміх сябе і прагу, ну, вот, як бы знайсці адпаведныя схемы, ідэі, вот, каб патлумачыць саміх сябе, перш за все для самих сябе, як бы, і для всіх астатніх, мы сутыкаемся як бы, вот, як бы, з гэтай абстрактнай універсальнай ведай, з тымі схемамі і канцэптамі, якія, ну, вот, проста існуюць, там, як навука, напрыклад. Да? І мы казалі, што на гэтай трэцяй стадыі адбываецца самая складаная дэканструкцыя веды. Веда, оказывается, ну вот якая сама себе представляе як штосьці нейтральнае, ну, штосьці, што не мае, ну, там, апірышча в нейкай лакальнасці, в нейкіх інтарэсах палітычных, сацыяльных, культурных, вот, оказывается, што мае, яна просто хавае як бы, гэтыя свае інтарэсы, хавае свае карані. Да? Вот, то есть палітыка веды, деконструкция веды, война в сфере веды, то есть вот это эпистемологичные войны и эпистемологичные конфликты, это, ну вот, может быть, процентов 50-70 як бы проблематики, якой занимается постколониальная теория. Ну, это вот, скажем, коли
нагадаць вельмі коротка і вельмі тэзава. То есть мы говорили яшчэ пра розныя іншыя рэчы, але, скажем, вот это основное. Да? Ну и мы крышечку казали про наш регион, про Усходнюю Европу. И я обещал на сегодняшней встрече так я буду перейти уже полгода. То есть сегодняшняя наступная встреча. Я хотел бы поговорить про 3 книги, про 3 авторов с одного боку, а с другого боку, ну вот типологично про 3 способа бачення нашего региона. Пам'ятаєте, ми казали про книгу Ларри Вульфа 94-го года «Винаходництво Усходней Европы», где, скажем, Ларри Вульф упершыню спрабаваў дастасаваць схему Саида, вот идею ориентализации до Усходней Европы. Памятаете, кто мне нагадает, про что писал Вульф? И памятаете, это вельми важно, потому что Вульф, схема вельми простая, насамрэч. Ён гаворыць про тое, што піша, што до 18 стагоддзя Европа не дзелілася на ўсход і захад, а дзелілася на цивилизованный поўдзень, центром якога была Италия, скажем, Франция, и барбарскую поўнач, Швеция, Нямецчына, то есть тыя краіны, тыя тэрыторыі, якія не былі раманізаваныя. Але все гэта аб'яднана была вот гэтым хрысціянскім светом. Все разом мы жили в христианской цивилизации, але в 18 стагоддзі пасля асветніцтва уже в постхристианской секуляризующейся Европе раптом европейцы, европейское ядро стало себе отоясамливать уже не с идеями христианского свету, а с идеями культуры, цивилизации, скажем, адукации, розума, то есть со всеми теми модерными идеями, якія потом становятся пануючими. И вот в той момент, паводле Ларри Вульфа, Захад, альбо Заходняя Европа, придумал для себе не ўсход, як у орієнталізму Саїда, то есть як радикально інше. Бо усход у Саїда это такая территория не Заходу, то есть там, где все это не працуе, а придумал, скажем, такий полигон, промежковую простору, полбарбарства, полцивилизации. То есть Усходняя Европа это территория, где все эти идеи, вот такая Европа другой хуткости, альбо Европа другого гатунку. И по сутности Ларри Вульф показывае, як историк идеи, як все это, ён аналізуе пераважна французов, але не только, так само и австрийцев, исты Моцарта, то есть як Захад придумывал для себя Усходнюю Европу, то есть нас с вами, И так само важно, что Вульф обозначил важный момент, что он не просто придумал тому, что ему так захотелось, а якраз в этот самый момент отбывался надзвычай важный экономичный процесс пераўтварэння Усхода Европы в экономичную периферию Захода. Усход Европы долучается до этого нового капиталистичного ядра в якости сырьевого придатка. То есть наши радзівілы и украинские магнаты начинают продавать на Запад зерни, лес, все эти продукты сельской господарки танно и импортовать, скажем, готовые уже мануфактурные вырабы дорого. То есть
утвараецца вот гэтая структура неэквівалентнага абмена, характэрная для дачынення цэнтра і периферии вот уже как капиталистичного света экономики. То есть это важно разуметь, что ставшая экономичной периферией, Усходняя Европа атрымала в додаток вот эту наветку. Ага, вы теперь уже не просто вот там разом з нами в христианском свете, а вы вот недоробленная крышечка. И отповедно нельга просто так змянить свой имидж, трэба перадусім вот глядзець на экономичное место, да, то есть вот на то, что отбывается в реальном свете. Но это, может быть, это вот первая ластовка, якая увела во Всходнюю Европу саму проблематику постколониализма, але, конечно, тем человеком, які не будем пригадывать, я потом вернусь до украинцев, до Марка Павлишина з казаками на Ямайці, але вот так вот серйозно, скажем, постколониальную теорию, постколониальное доследование обрынула на наши головы Эва Томпсон. В 2000 году вышла ее книга по-ангельску «Имперская веда. Русская литература и колониализм». Вышла в американском университетском видавництве. Сама Ева Томпсон в певному сенсі наша землячка. Її дівоче прозвище Малевская, здається, вона народилася в 1937 році в Ковна. Після війни переїхала в Жечпосполиту другу, третю. Вот. И там, скажем, скончила литературознавство, консерваторию, утекла в Штаты и в Штатах зробила, скажем, карьеру профессора славистики, ну а славистика передусім это русистика. И она первую свою книгу там выдала, не памятаю, по-моему, про образ дурня в русской традиции. Вот что-то такое. Ну и, скажем... Как назва книжки, кажете, имперская веда, русская литература и колониализм, Imperial Knowledge. И она перекладена на белорусскую мову. То есть самое пригожее во всей этой истории, да, что вот конец 90-х, початок нулевых, я сутыкаюсь вот с этой традицией постколониальной теории, постколониальных доследований, починаю викладати спочатку в белорусском колегіумі, потім в ЄГУ. ЄГУ виганяють у Вільню, скажем, він становиться таким університетом вигнання. До нас приїжджають шмат різних там зорок интеллектуальных, да, Пещекрабарти. У меня несколько курсов как раз магистерских, на яких вучаться так само вигнанці, а вот это период, перший период ЄГУ в Вільні, скажем, 2004, там, 2007-2008 год, это фантастично пригожий период, коли туды вот, поехали учиться все белорусские революционеры, студенты, выгнанные там с университета. То есть вот, можно себе уявить, что там кто там только не учился. Вот. Много, да. То есть, там половина молодого фронта скончила магистратуры. И Татьяна Недва, якая да, там училася в магистратуре, и она как раз писала диплом по постколониальным доследованиям и по всей этой проблематике Всходней Европы. Зацікавилася Томпсон и
списалася з нею, знайшла її координати. А спадарня Ева говорить, а от давайте я вам дам гроші, і ви якби перекладете мою книгу на білоруську мову. Причем мы уже переклали на, вот я был тогда головным редактором «Перекрестков», и разумеючи, что «Перекрестки» выходили по-российски, вот у ЕГО, и мы там перекладали на российскую мову все то, что не имело никаких шансов быть перекладенным в Москве, в Петербурге, то есть все самое крутое, такое антиколониальное, там, от Кундеры до Томпсона. Ну, вот и одним словом, книжка есть и в библиотеках, и в Явдахе продается за 80 тысяч, она коштует не так дорого, ну и можно знайти. Вот. То есть книжка надзвычай важная, то есть я ее вельмі рекомендую, потому что это первый постколониальный анализ, ну, скажем, русской культуры, российской культуры, вот с перспективы менавіта постколониальной теории. Это поздний анализ, это 2000 год, то есть ясно, что там уже присутничает и Саид, и Бхакха, там, и Спивак, и все эти, скажем, разные іншие теоретики. То есть это уже постколониальная теория в таким спелым выгляде. Ну и вот это одна з таких вельмі дзіўных книжек. Я маю на увазі рецепцию. По идее, Эві Томпсон одразу мусили поставить помник. Ну вот за смелость, там, за то, что она открыла целый континент для анализа интерпретации, там, и она сапраўды это зрабіла. Замест гэтага супроць яе распачалася шалёная информационная кампания. В американскім асяродку, там американские слависты, в польскім асяродку польских славистов, як это не дзіўна. И причем вот коли в Америке и в Польше, то есть нават в белорусских асяродках, уже после выхода переклада, вот по-моему, там в интернете шли бурные дискуссии, как можно было такую ерунду друковать, она ж там не ведая литературы, ну вот с такой перспективой позитивистской, да? Вот, я нават здзівіўся, вот, откуль у нас. При гэтым абсолютное молчание и замолчивание самой книги и самого проекта в российской культурной просторе. То есть вот уявіце сабе, скажем, для российцев, ну, вот, так само стратегия такая продуманная, яе просто няма. То есть есть вот один переклад вводзена да книги, які мы специально зрабілі на российской мове для перекрестков. Для американцев яна вот, ну, такая ангаже, такая вот слависты вот, пишут про то, что вот яна антирусская, там, вот она там не хавая своей польскости, своей там, нелюбови до великой русской культуры. Ну и то же самое отбылось скажем, в Польше. То есть певные осяродки славістычныя, яны успрымалі гэтую книгу вельмі резко. В интернете она есть? Может быть, треба набрать. Як вы думаете, какие основные попроки и вот чему такая книга могла выкликать столько замест помника? Ну, я думаю, там объяснение того, что происходит с запада и востока от нас. Она же все-таки из Беларуси была. Ну, Ковна это Литва. Причем это межвоенная. ВКЛ у меня уже в голове. То есть она как с региона. Это все наше, как говорится. То есть восточная все-таки Европа, та, которая оказалась изгоем, и которая как бы в тисках вот именно этих двух сложных структур оказалась.
могу себе уявить, чем ее критикуют на нашей территории, а там нет. Там, я ее не читал, но я разумею ее, потому что она отделяет русскую литературу от русской культуры. Это на самом деле так, потому что, когда мы поглядим русскую литературу, это «Война и мир», «Преступление и наказание», «Мертвые души», «Идиот», «Палата номер 6». Это литература о России, и она не для России, а для нас. Вот першае, з чым мы сутыкаемся, калі мы звяртаемся да гэтай кнігі, што гэта вельмі, ну, такое, скажем, падрабязная, уважлівая и, ну, скажем, великое, то есть эпичное исследование русской литературы 19 стагоддзя. На польскую мову, до речі, книга была перекладена як «Трубадуры империи». То есть, як бы, вот, российская классика, якую мы ведаем там с дзяцінства, со школы, все мы читали, все гэтыя тэксты мы цудоўна вывучали, прочитанная под пэўным, ну, вот, ракурсом. То есть, яна вельмі уважліва читая гіпертэкст расійскай літаратуры, пачынаючы ад пачатку 19 стагоддзя, ад гісторыі Карамзіна, вот, які першы уводит вот такую глорификацию империи, ну, и показывает, то есть, цитатами, как бы, ну, вот, и вот яе манера вельмі цікавая. Яна дзейнічае не як класічны літаратуразнаўца, а хутчэй як гісторык ідэй і як гісторык. Яна ўвесь час сутыкае вот гэты створаны вобраз, як бы, расійскай імперіі з рэальнасцю. Яна паказвае, а што рэальна адбывалася, як бы, ну, напрыклад, у часы каўказскага пленніка, героя нашего времени, вот, як бы, пушкінская, як бы, выправы там с Паскевичем на Кавказ, да? Вот. А что реально отбывалось в России подчас войны и мира, да, то есть и вот этот образ империи, ну, и, скажем, вот этого мира, то есть, как бы, супольности аристократичной российской, выбудованы Толстым, якое дочинение имел, ну, вот, скажем, да, реальности. Это с одного боку. А с другого боку, яна скарыстовывая вельми, ну, так вот, элегантно, можно сказать, вот весь концептуальный аппарат, який повстав у постколониальной теории. То есть она не просто, махая руками и кричит: «Ах, проклятые империалисты», да, как бы, а яна, ну, вот, выступая как реальный историк идей, реальный литературознавство. Ну и у яе ёсць некалькі блокаў вот такого падрабязного прочитания традиции. Яна лічыць, што нараджэнне імперіі, да, гэта пачатак 19 стагоддзя, часы Александра I. Вот, як бы, ну і гэты кола аўтараў, якія пачынаюць глорифікацыю, пачынаюць выстройваць вобраз імперіі. То есть в 18 стагоддзе вы памятаеце, што сама імперія, як бы, гэта праект Петра, то есть якім годзе там яны абвясцілі в 1722, да? Вот. Але 18 стагоддзе гэта, ну, вот, немецкая іга, да? То есть, як бы, па сутнасці адбываецца рейдерскі захоп московской державы, ну, вот, інфлянскімі немцамі. Ну и, ну, Катерина, чистая немецкая авантуристка, якую там... С Анной Иоанновной и Бирон. Вот лифлянские бароны пришли как раз Про ранейших мы нават молчим, да, то есть это вот просто люди отнимали вот, разлеглые территории, державу, и неясно, что с гэтым рабіць, и что это такое, и якая мусить быть идеология, какие дзеянні, то есть вот 18 стагоддзя. Ну, и Элла Томпсон про это пишет, что, что это не характерно. То есть, вот як это не дзіўна, в 18 стагоддзі не з'яўляецца ніякой імперской идеологии. При тым, что пачынаючы там, от Петра I идут имперские войны,
і там ажно да раздзела Рэчы Паспалітай, да? Але вот няма самога вобраза імперіі. А калі ёсць, як бы, то, ну, вот, хутчэй праблемны, да? То есть, што вот ёсць гэтыя тэрыторыі і не ясна, што з імі рабіць. А вот з пачатку 19-го пачынаецца, як бы, тэкстуальная, як бы гэта сказаць, імперія нараджаецца ў тэксце, в культуре. Ну і Карамзін, і потым вот гэтае пакаленне першае расійскіх, калі можна назваць рамантыкамі, Пушкін, Лермонтов, там, і много-много вот таких миноритарных персонажаў, то есть яны пачынаюць выстроивать, як бы, сам вобраз краіны і сам вобраз імперіі. І тут Томпсон, ну, яшчэ, як бы, на пачатку Валгодзінах яна адзначае, што, ну, цяжкасць у дакладанні скарыстанні посткаланіяльнай тэорыі ўсяго этого апарата, ну, звязана яшчэ з тым, што гэта не тыповая імперія. І вот гэтая ўсходняя Европа, сам варыянт, скажем, каланізацыі і паўставання вот гэтай імперіі, ён не зусім традыцыйны для еўрапейскага імперіяльнага праекта. То есть, звычайна, калоніі паўстаюць, як бы, ну, вот, аддаленымі ад, як бы, ну, метраполіі, ад асноўнай тэрыторыі, і існуе вельмі жорсткая мяжа, ну, вот, граніца паміж, як бы, радзімай і калоніяй. Прычым вобраз іншага канструюецца менавіта для, ну, вот, скажем, вот, экзотычна, то есть вот арыенталізм саідаўскі, ён працуе якраз у гэтай схеме. Калі вот, як бы, тут мы на радзіме, там, на захадзе, да? А вот мы сядаем на корабль, приплываем там в Індыю і раптам потрапляем на ўсход. І там все не так, да? Як бы, гэта чалавек усходні, да? Калі ёсць радыкальны разрыв паміж, і все гэта называется Британская империя. Глядите, что Британская империя включае в себе вельмі много экзотычных іншых тэрыторый, населенных іншымі. І задача колонизатора не просто там трымаць в послушенстве, першая стратегия, не просто адукоўваць, як бы, колонизованного, доследовать. То есть першая, ну, вот, як бы, адрозненне российского колониального проекта от заходнего, от своего основного там прототипа, про якой піша Томпсон, это взаимодочинение, скажем, улады и веды. Вот у Саида недарма пригадывается Фуко весь час, вот эта смычка улады и веды. То есть, как бы, мы доследуем іншага, да? То есть мы не просто его падпарадкоўваем, мы его робім бачным менавіта в святле веды. Памятаеце, что египетская экспедиция Наполеона — это не просто завоёва Египта, это яшчэ і даследаванне старажытнай гісторыі, это стварэнне пэўнага вобраза, ну і ясна вываз, як бы, в метрополии всего, что только можно вывести. Да? Вот глядите, Российская империя, она не ведая веды. То есть это колонизация, это механичная колонизация, механичное повеличение вот территории империи. Вот сам образ, вот поравнайте образ Британской империи, где николи не заходит солнце, и где есть разные экзотичные там рослины и люди, да, и в образ бескрайней России. Ведь для российской культуры и российской свядомости нема границы паміж Россией, як метрополией, и завоеванными колониями. Россия, она однолькова Россия и в Москве, и в Петербурге, и на Новой Земле, и в Сахалине, и в Чечне, скажем, и в Варшаве.
Калитая, скажем. Это вот все Россия, да, то есть, и вот глядите, знову ж таки, яким чином от ці присутнічають в російській культурі, в російській свідомості, навіть на взровні екзотичних от таких якби персонажів, на взровні інших, всі ті тубильці, підпорядковані якби і частково знищені, частково якби обмежовані народи, які населяють всіх цієї території. Ну вот Сибирь доследовали со славной украинцы и белорусы. Вот, ну, это уже, да, как бы такие подробязности, что оказывается, что Российская империя – это вельми специфичная картина свету, у якой имперские границы могут как бы разгортываться в бесконечность. То есть вот там аж до Марса, как бы Антарктиды, и это все будет Великая Россия. Это первый крок, а другое это минимализация альбо, ну вот я навіть не ведаю назвать, зачистка всей этой территории от місцевого населення. А в якому сенсі Росія все одно з'являлася так само колонізованою, тому що вони подражали Заходу и не отчували, ну, потом такое, как бы, намагалися більше довести Заходу, що вони такі ж хороші, як і Захід. Це наступний крок, тому що от після книги Еви Томпсон, яка першопроходця, якби, і якої вельми так от суворо сприйняли, з'явилася другая книга, это я вже буду забігати наперед, про яку ми будемо наступну зустрічу казати, якби книга Олександра Еткінда, яка називається «Внутрішня колонізація. Імперський досвід Росії». Тут так само вельми цікава гульня в люстерке. То есть Эва Томпсон, ковінська полька, белоруска, литвинка, якая взяла шлюб с американцем, стала американским профессором и выдала книгу. Александр Эткинд, вельми, ну, сословутого московского рода, московский гебрай, який з'їхав на захід, взяв шлюб з британкою там, чи з американкою, якби, і так само застався і став професором в Кембриджі, по-моєму, потім зараз він в Італії директор Європейського інституту. Під цей проєкт внутрішньої колонізації, дотасування постколоніальної теорії до Російської імперії і російської культури, Еткінд, будучи ще в Кембриджі, отримав самий великий грант в гуманітарній історії, який видавався команді індивідуальної, тобто не інституції, $1 мільйон. Про это легенды рассказывали там в гуманитарных осередках, я уже не памятаю, там после 10-го года там приезжали до нас наши приятели из Америки, что все просто разводили руками. Ну и не, соправды масштабный проект, да, то есть Россия, як імперська країна, уже тоді було ясно, що традиція відроджається. Еткінд бере $1 мільйон, пише книжку, в якої нема ані постколоніальної теорії, ані деконструкції кодів пригнета, тобто нічого того, що звичайно асоціюється, скажем, с постколониальными такими проектами. Эту книгу можно было бы назвать такое тихое оправдание империи. То есть он, рассказывая европейцам, что вы нас полюбите, да, вот мы вот такие, да, то есть вот у нас, конечно, и это вельми цікаво порівнювати і аналізувати, тому що це дві книги Томпсон і Еткінда, написанные вельми разумными, интеллигентными, обознанными, то есть это не те мрашалы, які там оправдываются, да? То есть
но розныя стратэгіі і розныя гульні. То есть эти люди вот сапраўды з розных перспектываў. То есть Эва Томпсон все ж таки тутэйшая, гэта в ёй адчуваецца, яна піша з перспектывы каланізаванага, з перспектывы прыгнечанага, з перспектывы, ну, умоўна кажучы, там расстраляных паўстанцаў 63-го года. Да? Эткін піша з перспектывы пераможцаў, з перспектывы, ну, вот, як бы гэтай гларифікацыі імперіі. Да? Но паколькі ён выдатна разумее, што ён сядзіць як бы не в Москве, і грошы яму дае там як бы не там Расійская акадэмія навук, то ён боится в гэтым признацца. Ну, это я просто вот як реакцию на... Але вернемся до Томпсон. Вот яна першая обозначила неподобность империи и самого имперского проекта. Да? Что неподобность, як бы першая, что империя нерефлексивная. То есть она не ведая веды, да? То есть она не карыстаецца ведай, она не ладзіць этнографічныя экспедиции вот, куды-нибудь там в Сярэднюю Азию, как даследовать и вывучать як бы гэтыя народы, ну там як бы, но при гэтым яна усведомляе, что яна на фронтиры, что яна авангард вот гэтай заходняй цивилизации и обгрунтовывая свою миссию вот гэтых захопаў, ну вот скажем такой метазадачей, да, то есть все ж таки как бы мы европейцы. То есть с одного боку, ну и при такой ситуации все народы, якія потрапляюць як бы вот в гэты расійскі каланіяльны проект, яны так и не доходят до другой и до третьей стадии. То есть для россиян все застаются, ну, вот на взроўні этой безмолвной массы. Ну, для такого там нормальной стереотипа в российской культуре. И только вот этими колониальными стереотипами я могу растлумачить для себя, ну вот невытлумачальную в іншым контексте згоду трех абсолютно розных персонажаў российской культуры. Это Вольхи Седаковой з першай сустрэчы, якая як бы гаворыць, што ну, я про вас нічога не ведаю, я не спрабавала штосьці даведацца, там, калі сюда е. Вы для меня вот просто там, як бы, вот, скажем, такая масса. И неясно заставалася, скажем, як бы, даведаецца на ці не. Білковскі, які мне нагадывал вельмі на гэтай сустрэчы одного персонажа Кудиненки. Вот памятаете, в «Массакре» такие российские авантюрист, такой трикстер приезжая там, вот и он с таким настроем как бы приехал, но при этом цинично в приватных размовах перед гэтым, уже не буду спасываться на крыніцы, как бы кажа, что вообще-то вы мне до одного месяца, как бы меня в этом проекте цікавіць толькі Алексеевич. Таму ён і не рыхтаваўся ні да якой лекцыі сваёй. Ну, то есть, як бы, то есть вы гэта масса, да? При гэтым больш-менш арыентуецца ў беларускую сітуацыю, При гэтым гэта ліберальныя аналітыкі, якія мусяць ведаць як бы па абавязку. Гэта ритуальная адмова вот от убачення суб'ектнасці культуры. Да, то есть вот такое абсолютно немагчыма себе уявіць в Берлине, там, ну, скажем, я маю на увазі тыя, хто приезжае, альбо там любая дискуссия там, в Лондоне, в Злучаных Штатах, да где завгодно, во всем свете, да? То есть можно спрачаться, то есть немцы будут вас пераконваць, что вы там этничные и что вам треба пераходзіць на ўзровень грамадзянскага проекта грамадзянскай нации, но яны шчыра будуць як бы, ну, с вами размаўляць и ну, вот свою гипотезу, то есть, а мы вас так бачым, а вот нам цікава, да? То есть вот гэты
я не могу назвать это снобизмом, там, потому что это было бы Это индивидуально, да. Я бы сказала, что тут работает хорошо конструктор. То есть вот их система Кремля настроена на то, чтобы все вот эти массы, да, которые Все, что вокруг, потрапляя, да, я им не в важно, поле ходит- империи, да. да, входит Причем- в это в реальные границы, либо это мы там, либо это Польша, да, они вкладывают свои, тот же конструктор своего стереотипа мышления. Поэтому все вот эти массы, как я их называю, био, они воспринимают, им по барабану кто мы. Они так и говорят, нам Причем вас на Та территории. же самая культура, Да. показує фантастичну чуйність і ну, якби, цудовне адрознювання до самих ну, вот таких тонких речей, ну, коли тичиться там, ну, вот, Франції, французької культури, ці німецької, то есть, коли тичиться ну, вот, якби, не внутреннего кола імперії, а вот якби диалога со внешним, да, то есть вот эта вот тоска по мировой культуре, там мандельштамовская, то есть она есть, и ну, яны часом бачать якби у внешних там якби культурах, субъектностях больше, чем самые, ну, сами культуры и сами субъектности укладаються. Но все это пропадая, як только якби мы вертаемся внутрь империи. То есть в империи теплая такая, скажем, вот это образ может быть у экранизации Германа «Трудно быть Богом». Ведать, ті, хто спробував глядеть это кино. А страшно, но вот я зараз подумал, что это идеальный, тактильный и вот некий образ империи. Да? То есть он вот выстроил что-то такое вязкое, мягкое, где все сблитано з усім, вот, якби, где нема ніякі, ну, суб'єктність просто не може народиться. Да? Ось. То есть вот это важно. Да? И вот Валентин Акунович нават написал, памятаете, про войну культуру, написал про то, ну, вот, колькі моваў і культураў загинуло в Российской империи за гэтые 300-годзе просто от неуваги. То есть не из-за того, что их якби, ну, хтосьці специально там... Это специально, у них такая... Когосьці ну, там вывозили, там, может, знішчали, но вот якби вельмі шмат, ну, например, там сибирских народов, альбо там народов поўначы з крайняй, яны ну, гинули просто от того, что их не было в культурной свядомости вот в этой картине света, да? Да, То есть, коли хтосьці обороняли там реки, обороняли сибирский лад с окладистыми бородами там и традицией, но вот никто там, ніякі Распутины и ніякі Беловы, ну вот, ну не писали ж, не могли себе уявить, что на гэтых просторах яшчэ живут люди, для якіх гэта родимо. Да? Не нужны. Так а чем это отличается, скажем, вот от греческой колонизации или римской, когда, ну вот все как это, народности, кто потом превратился в греков, их, ну, все эти колонии перемешали, ну и единая, ну, как-то к единой сначала эллинская культура стала стандартом, там, ну, с Китаем примерно то же самое. Это цікаве питання, може бути кришечку в бок, но пам'ятайте, грецкие колонии, это по сутности, якби, ну, городи, апоки, это вот городи, які засновуються для гандля з місцевим насельніцтвом, ну, на березі моря, звичайно, які заховують гэтые сувязі з метрополією, скажем, и які застаются греками. То есть и там колонии, ну, это вот в таким непосредственном значении. Это поселение на чужой просторе, то есть греки не подпорядковывают ближайшие, ну, вот, племены, да, яны з ими гандлюють. З римлянами крышечку по-іншому. Яны якби выстроивают ну, колонисты, вот там уже классичные колонисты, Ну, гарнизоны. просто, Да? ну, может быть, я не про тех греков, а когда уже Македонский пошел с завоеванием, он, в принципе, нес определенные стандарты и, скажем так, уже, ну, скажем, города приобретали определенную одинаковость, ну,
Вот, ну, в рамках империи оно должно было быть, ну, как-то, хоть что-то общее, чтобы это было как единая, ну, административно, там, еще какая-то культурная такая управляемая вещь. То есть вот уже, наверное, я про тех, ну, немножко чуть дальше. Ну, а Рим просто как новая, ну, еще более прочная колонизация, более совершенная и так далее. Я бы вот эту лингвистичную колонизацию хутчэй параўнаў, ну, вот с доминацией уже в глобальном свете там, англосаксонского компонента, потому что это больше подобное, чем до российской. А вот как раз, скажем, российская колонизация и российский имперский проект, и Эва Томпсон это вельми ясно показывая, ён как бы здійснявся с фантастично малыми ресурсами, интеллектуальными и людскими. Империя весь час выкачивала эти людские ресурсы все 19 столетие, ну, с основной своей как бы, территории, со всяких Рязанских, Псковских и всех, как бы, и кидала вот, ну, на утрыманнях этих завоеванных, как бы, завоеванного периметра. Это каштавало вельмі дорого для імперії, там якби Томпсон так само пише, ну вот кольки, ну в часи Петра I в ogóle там 90% бюджета йшло на войско, да? Но это завсёды была проблема, да? И российская держава, она и не модернизовалась, и отставала весь час, как раз для того, ну вот что, ну это вот як раковая пухлина, и она без конца. Вот мы просто себе не уявляем, что, ну, например, там, первая треть 19 столетия – это Кавказ, да? Это войны на Кавказе. То есть яшчэ існуе там грузинское царство, традиция грузинской державности, там, яшчэ персы атакуют, как бы, ну, вот, всех этой территории, и там, ну, вот, идут Крым, часы Катерины, да, вот туда. Средняя Азия – это в ogóle другая полова 19 столетия, там уже после 60-х годов. Там, ну, то есть это досить такие поздние проекты, какие вот, ну, и Томпсон докладно показывая, ну, умовно кажучи, образи этих территорий, які повстають у, скажем, российской литературе того часу, я называю там, ну и там Толстого, конечно, «Войну и мир», да, і вона бере, наприклад, «Раковий корпус» Солженіцина, як текст діяння якого відбувається в Ташкенті, і просто показує, як Солженіцин, який розумний, антикомуністичний, там, дисидентський літератор, вот, описує город, да, то есть, вот, космос Ташкента, да, вот, и это погляд колонизатора. То есть вот, он змагається з імперією, ну, вот, в певних аспектах, как бы, но в той же час конструює і помножає цей імперський образ света. Вельми цікавий аналіз її вот, уже якби, постсоветської, посткомуністичної Росії, там, Петрушевская, Толстая, то есть вот таких уже литераторов российских. Хотя, ну, уже в меньшей ступени ясно, что она там больше поверховна. И вот она показывает, як русская культура так и не убачила вот тих інших, які жили, живуть и будут протягивать жить на ее территории. То есть она не створила внутри самой культуры вот эту простору для іншого, простору для продуктивной розмови. И в этом сенсе российская культура, ну, поводле Томпсон, имперская, як культура имперская, и она тавтологичная и нарциссистская. То есть она повсюль бачит только себе. То есть во всех этих, ну, вот, территориях она бачит только свой властный отбиток. Ну, коли Томпсон написала только вот, как бы это, уже это было у нас очень цікавий помник. Но и она
ускладняе парадыгму, і яна гаворыць, што да, што это вот асноўны такі мейнстрім каланізацыі. Но Российская империя поширается не только на ўсход, але і на захад. І на захадзе яна сутыкаецца з народамі, нацыямі і вот дзяржавамі, якіх немагчыма загнаць як бы у арганічнае цела, ў з'яву прыроды. Да? Немагчыма як бы шляхту Рэчы Паспалітай назваць тубыльцамі, да? Альбо, ну, скажем, тую шляхту інфлянскую. Да? Немагчыма фінам, ну вот и Финляндию, вот, ну, сказать, что это ну, вот, как бы, наши индейцы, да, те там, как бы, те они на самом деле русские. Да? И она анализуя, ну и Беларусь, Украина, ясно, вот, там Литва, Балты, то есть вот весь этот регион заходний. И она анализуя, скажем, зусім іншыя імперскія стратегії, вот, якія скарыстоўвае ці карысталася якімі імперія в дачыненні да заходніх тэрыторый. Як вот калі бы вы были русским империалистом, что бы вы могли придумать, вот видите себе, сутыкаетесь, як бы, ну, там, не ведаю, с территория Речи Посполитой, вот як бы заходить гвардейский полк, императорский, да? А что такое гвардейский полк? Это богатые, пригожие и вельмі гордые офицеры, у якіх шмат грошей, и якія першае, што пытаюцца, где тут як бы бал, где тут як бы паненки, да? Як бы. И вот яны ім говорять, бал там, 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 яны туды заходзяць, як бы, там ніхто а з імі ввогуле ніхто не размаўляе. Не толькі паненкі, але як бы і гэта самае. Ну добра, калі гэта яшчэ Варшава, там як бы Варшаўскае княства ці там каралевства польскае в уніі, да? Але ж і якая-нибудь Вільня, ну скажем, ну, якая вроде бы там уже в імперії поводит себя как бы абсолютно дерзко и неадекватно. То есть у успамінах Маравского, здаецца, ёсць ну, эпізод, які стаў класікай вот гэтага сутыкнення. Это эпізод з віленскім студэнтам, які сустрэўся, ну, ён гуляў там з паненкай са сваёй, і сустрэўся з российским гвардейцам, расквартированным как бы, там. Ну, а калі вы памятаеце універсітэт, гэта асобная юрисдикция. Вот, гэта, ну, то есть это как бы держава в державе, да, вот все. Ну и это самый гвардеец гучно обурыўся, чаму не саступили ему дорогу. Вот что я там гвардеец такі-то, такого-то полка, там, а ты там, кто там идешь там. Ну, на что гэта студент говорить просто, а я студент такі-то, ну і адразу как бы, без размоваў, да, как бы, расчищая себе дорогу. Да. Гэтага студента шукала вся віленская полиция 2 месяца. То есть это была ну, такая пригожая история, да, то есть вся Вільня його ведала, любила, шанавала. Ніхто його так і не здав, не продав. Да? То есть вот ён так і застався, причем там були нейкія хитрики, як його то приймали в студенти, як не могли арештувати, то якби наоборот со студентів. То есть як тільки загад, ну, скажем, приходить ректору, да, что вот, что давайте вот отшукаем. И он каже, что ну, у нас таких нема, вот, якби, и хутенько подписывая там загад про звольнение со студентов. Ну, сори за такое. А где такую историю можно прочитать? У Маравского в воспоминах. Так, Радиш описывал, что в Смоленску не хотели жениться на русских, не тоже. Ну вот, как бы... Я вам больше скажу. Это уже были 80-е, да, когда мой двоюродный брат захотел жениться на русской, да, у нас такой шок в семье был, я не понимала почему. Тетя Шура рыдала горючими слезами и рвала на себя волосы.
Но это іншая история, я думаю, это уже позднесоветские, да. А там, ну, скажем, все ж таки важно разуметь, что стоит задача, то есть вот в Российской империи сформовалась певная стратегия, да? То есть и она научилась працаваць с безмолвными массами такими, да? То есть яких можно просто не бачить и не признавать. А тут не убачить и не признавать было как бы немагчыма. Да? То есть что можно зрабіць? Вот вы империалисты, вы там... Ну, зменить элиты. Возглавить элиту, сменить их. Ну, либо поскупить, как бы, ну, Некие вы гениальные империалисты, одразу... Сапраўды, то есть падзяляй і ўладай. Да? То есть вот першае, што трэба зрабіць, таму што ясна, што ёсць арыстакраты, ёсць як бы гэтыя верхі, да? Спакусіць эліты. То есть, напрыклад, 18 стагоддзе, калі Кацярына свою славутую там дарованную грамоту, по-моему, дворянства, як яна называется, ну, по сутнасці стварае дворянство в Российской империи, якога перад гэтым в принципе не было. Былі просто служылыя люди там государевы, да? Вот яна стварае як бы класс, да? И гэтага класса з усімі адукаванымі там поповичами там, ну, вот, на всю империю назбіраецца, ну, вот, максимум 1%. Что можно, як можно кіраваць імперіяй з 1% людей, якія нават не зразумелі, што яны маюць там нейкія правы, якіх толькі біць пересталі, вот, як бы, там, 5 год. Да? І тут в імперію потрапляе фантастычная колькасць, ну, вот, разом с разбором Речи Посполитой, дворянства, да, шляхты. Причем самой, ну, такой как бы хорошей шляхты, якая ничего не мае, вот гэтая шарачковая, готовая служить, там, ісці, там, ну, працаваць дзе завгодна, там, вот, ісці в Среднюю Азию, там, як бы на Кавказ, 10%, ну, по-моему, до 20%. 22%. До 20%, вот, коли вот все назбирать, да? То есть, ну, есть нават такие теории, что сама идея подела в Речи Посполитой, ну, с перспективы России, была, угрунтовалась не столько на вызволении православно-русского насельництва от польского ига, потому что это была полная ерунда, там, скажем, и Катерине до православно-русского насельництва было вельми далеко, да? Кольки вот этим ресурсом колониальной администрации, потому что все, что империя имела, это инфлянских немцев, якія, ну, могли там служить, да? И вот этих служилых людей. И, например, первые 20 год там часы Александра, это медовый месяц, как бы, шляхты и Российской империи. Империя спокушае, она говорит, вот, калі ласка, вы безземельны шляхціць, які там вымушаны ехать, прислуживать мне свіж, там, вот, там, Радзівілам, да? Вот. А едете в Петербург, и праз 3 годы у вас капитал, у вас позиция, ну и вот так далее. Булгарин, вот Фадей Булгарин, там, Тадеуш, які там змагаўся на баку Наполеона, славутая гэтая гісторыя. Это ж, ну, вот классика социального лифта. Авось. Ну и вот, как бы, ну, это особная история, то есть вернемся до постколониальных. Я как специалист по первой половине 19 стагоддзя готовы долго рассказывать просто, вот, что там отбывалось и чем все скончилось, но не атрымалася шлюба. И пакрыўджанасць вот, имперской администрации на поляков у широким сенсе, на вот эту шляхту, вот, как раз была связана с тем, что, ну, вот, у вас такие перспективы были, а вы замест этого поднимаете повстанье, там, детронизуете
Ну, то есть, как бы, займаєтеся ну, абсурдным абсолютно, скажем, абсурдными речами, да? Вот. То есть заходний пас Российской империи – это абсолютно іншая история, и з гэтай историей, ну, вот сапраўды, альбо ассимилировать вот эту пануючую верху, ну, то есть аристократию, то есть принять вот эти космополитичные элиты, и сапраўды там, памятаете, колькі уваходила, ну и становилась российскими аристократами, и потом уже там на початку 20-го стагоддзя той же Маннергейм, да, які змагаецца за незалежность Финляндии, российский генерал царский, ну то есть много-много-много. Татары тотально пошли там вот в эту служивую там военную аристократию, ну и так далее, и так далее. С одного боку отделяется элита, а з другого боку застаецца вот зноў жа такі мужик-беларус, які пераўтвараецца ў тубыльца. Вот колонизация заходнего паса, яна звязаная з двумя гэтымі як бы, ну, вот, элементами, да? Скажем, спокушение альбо зачистка от вышэйшых слоёў, то есть створение в образа чужести, да? То есть что это чужие, это не тутэйшие, да? То есть там, ну, скажем, аристократы, вот яны там поляки, да? То есть яны чужие. Вот. И в образа вот этой массы насельніцтва, ну, якая як бы становится часткой этого русского народа. И, до речи, саму идею русского народа, ведь империя, имперский проект российский, не ведая ніякой русскости, да, амаль что до середины 19 стагоддзя. Саму идею русского народа, вот этого великороссов, то есть вот великой имперской нации, да, русской, придумывают як отказ на выклики белорусского и украинского низового насельництва. Вот когда стало зразумело, что вот что-то треба робить, там с украинцами и белорусами, вот тогда и повстае эта русскость, ну, когда так грубо видно сформулировать. Ну и середина 19-го стагоддзя, да? ну, Томпсон не все это закранае там с однолькавой скрупулезностью и подробязностью. Некоторые темы, ну, проходить так, как бы, між іншими яе. Но что вельмі важно, вот еще одна, как бы, апошняя, что мы поспеем крышечку закрануть, и что будет таким переходом потом до Эткин, до внутренней колонизации. И что вельмі важно, яна еще говорит, что ясно, что заходний пас Российской империи не мог заставаться просто внутренней справой, ну, вот, как бы, самих российцев. Да? То есть он выходил на агульноевропейский уровень, дякуючи повстанням, дякуючи, ну, вот, как бы, культурной истории, цивилизации, как бы, этих территорий. Да? И что удалось имперской идеологии, вот имперской России за 19-20 стагоддзя, не просто отделить элиты от социального низа, а еще и створить, как бы, певний образ территории, певний образ, ну, вот этого бунтующего Захода у вачох европейцев, у вачох основного Захода. Да? И гэты образ абмежаваных, вузкалобых, крыважэрных нацыяналістаў, якія, ну, вот, цікавяцца толькі сваёй там лакальнасцю, партыкулярнасцю, і якія
принципе, чужие вот як бы гэтай основной линии заходней универсальности. Это так само як бы важно. И Томпсон во ўводзінах, ну, полемизуя с гэтым, там як бы вторгается в то, что мы можем назвать политикой веды, ну, шмат як бы присвячае своей уваги вот к этой проблеме, да? То есть вот их, ну, и я тут могу просто на своим досведе, памятаете, я с этого починал, да, что вот когда мы на початку 90-х сустракались, ну, со своими там сябрами, коллегами там с Москвы, Петербурга, альбо там з Америки, з Британии, вот что для нас было дивно, что приезжает там адекватный человек, там, ну, вот, там, славист, например, да, и он говорит, ну вот, як бы, вы же националисты. Мы так разводим руками. Ну, а конец 80-х, початок 90-х, это тутейшие, это Вавилон. Ну, это такая, скажем, вельми цікавая інтелектуальная публіка. От, ну, і який-небудь Сергій Шупа, який вже на той час ведає 15 моваў, да, якби, і він говорить, от, ну окей, так, от розкажіть ви мені, чому проект, это я уже теперь кажу, постколониальный проект конца 80-х, початка 90-х, реконструкции традиции, да, то есть вертання белорусской мовы, там, якби, в додаток там, до російської, але так само і вертання всіх остальних традицій, польської мови, ідиш, якби, от, Бастилія робила, вот, якби, ну і много-много всього. То есть, вот, глядите, вот як ви розтлумачите, советская модерность и вот имперская идеология, имперский проект пройшовся железобетонным катком, знищивши всю традиційну разностайность, мовную, этнокультурную, там, конфессийную. Вот якби мы, ну вот наша программа, мы вертаемся якби и вертаем эту разностайность. Да? Вот. Но яким вичваренським мусить бути мислення, яким хитрим і яким праімперським, как створить образ вот этого постколониального проекта, как бы, ну, детотализуючого, то есть вот вертання традиції, створить в образ усходнеевропейских националистов. Ну, нам-то ще не так доставалося, но українцям якби доставалося много на початку 90-х. І от третя книга Миколи Рабчука, який до нас приїжджав і про яку ми будемо казати, постколоніальний синдром, якби, ну от я натерпелися. Хотя якби там вот якби это, ну, та ж самая парадигма, что и в Менску, и в Вильне. Вот. Так что ну вот якби такая Ева Томпсон, я сподіваюся, що може бути ви знайдете ті в інтернеті, ті в бібліотеці, коли зацікавилися. Коли ні, я вам ще перекажу там щось цікаве. І наступним разом ми перейдемо до Еткінда, а там в вогуле пісня. То есть там якби текст прекрасный сам по себе, ну вот со всеми способами ухиления от якби прийнятой на себе задачи. То есть якби так пригоже ухилятися, ну вот я ще не бачив в своєму житті. Може питання є? У меня питання, вот вы казали, згода поміж тремя розними мішлярами. Вольга Седокова, Білковська, хто третій? От, ну, третій я просто пошкодував часу. Самий цікавий випадок. Саша Іванов, ви ведаєте такого, видавець Ад Маргіни, який насамрэч народився в Менску, якби, от, і скончив якусь аспірантуру, і оборонився по Ніцше. І ми, скажем, ну, навіть певний час на одній кафедрі там, я писав, якби, потім дискутували в майстерні Ігоря Кашкуревича, якби, в Старому Городі, там, про
беларускі праект і постмодернизм. Ну і ён ясно, что в Москве вытравіў себе все, что тутэйшае, то есть гаворыць выключна с московским акцентом, так вот, и ставится вот по першай ну, але раз-пораз сентымент праскальзывае, ён дае Логвіну кніжкі на рэалізацыю, і мы стаялі на ганку там вот этой кнігарні, і я, скажем, кажу, что ну вот проблема ну, вот, расійскай культуры, абмяркоўвалі, якія беларускія кнігі ну, можна было бы выдаць, там, пераклаўшы на расійскую мову. И он начинает так конструировать, но я думаю, что это мусит быть такое вот барокко, там крышечку Нестерки, то есть, ну я такой циничный выдавец, начинаю конструировать той образ белорусского твора, який може потрапить у колоніальні чакання, скажем, вот, московской публики. И сам починаю запытываться, ну вот ясно ему, что уже, ну, что ніяких чаканий нема, но я кажу, что, ну вот, видите, что просто не придумали для себя, не створили миф белорусской культуры. То есть як субъектности белорусской культуры, ну вот як бы нема для московских интеллектуалов. Тому ты не можешь придумать нават, ну вот что перакладаць, якая книга. Вот. Ну и тут он абсолютно щиро и так кажу, ну вот еще будем мы вас для себя придумывать. А кто вы такие? Да? То есть, ну, как бы это сказать, открытым текстом, да, что наша задача, как вас не было. Вот коли вы придете с Берлина, коли там вот ваш берлинский агент пропонуя мне, скажем, перакласти, вот это будет другая история. Вот до того, как вы не пришли, праз Берлин, вот, вас в российской культуре не будет. И это одночасово и имперский снобизм, и периферийность Российской империи, якая весь час нават своим снобизме залежная от Берлина, Нью-Йорка и Парижа. Да? Вот. И, ну, и тут... Ось. Ну, это третье. Я ще питання може бути. Ось минулую п'ятницю у вас там відбулося зустріча з українським членом клуба. Грабчуком, да? Мы будем особенно говорить про его книгу. Там была третья вот, женщина. Татьяна Дубина и... Ну вы же были модератором, не помните. Минулую пятницу. Пятницу я, певно, не был модератором, ничего. Ну, встреча в этом Разовый. пресс-клубе. А, в пресс-клубе это было во вторник. Во вторник. Да. Там был Ходанович, был я и был Рабчук. Женщины там было много. Ну, она сидела рядом с нами. Она украинка с Бреста. А, Наталка Бабина. Ну, Наталка Бабина. Больше я... Вот, Наталка своя, Бабина. я думал, что там про неких гостей, да. Наталка Бабина и Рабчук. Вот разница поміж українським постколоніалізмом і білоруським. Тому що Наталка Бабина каже про нашу релігійність, і у нее, я запитав її, націоналізм – це любов до своєї нації. І разом з нею сидів Рабчук, який казав, я агностик, для мене націоналізм – ненависть до чужих. Нет, ну это там... Ну, это он там не казал. Так? Нет. И он жартовал, это, он гулялся с этим. Может быть, но у нас наш национализм – это радость, это любовь до себя. И мы должны гордиться тем, что мы националисты, потому что мы любим свою нацию. В отличие от россиян, допустим, или украинцев. Это вот в отрізняні от Еви Томпсон, Александр Эткинд с ягоной книгой «Внутренняя колонизация» докладно есть в PDF-ке, в Гугле. Да? То есть тут я раю скачать и поглядеть, просто как уже все, тогда наступный понедельник, сподіваюся, буде не